давайте. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые, и в каком теле придут? Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разница в славе. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное, так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живущим, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный, второй человек, Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Аминь. Глава 16. Так очень хорошо нам прочитал брат, да, с выражением. Немножко посмотрим, что разберем эти слова как бы уже более подробно. Вот. Это апостол Павел написал, ученик, ну, Иисуса, ну, апостол, хоть он не жил, не был в числе 12 апостолов, но его отдельно Господь призвал на служение. И вот он написал об этом, о том, как будут воскресать мертвые. Ну, я не полностью главу привел, можно почитать полностью. Вот. Хотелось бы некоторыми мыслями поделиться. Он говорит, по рассуждению человеческому, да, давайте, говорит, если по-человечески просто думать, да, по-мирскому, как люди думают. Когда я боролся со зверями Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают?
станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь, худые сообщества возвращают добрые нравы. Зачем вот он Эфес ходил, да, спрашивается? Он вообще ходил не только Эфес, столько путешествий совершал, чтобы благую весть донести язычникам, неверующим, чтобы они спаслись, не пошли в ад, пошли в рай. А если я ведь там опасностям подвергался, даже со зверями боролся. А если они меня загрызли бы, я бы умер, а мертвые не воскресают, зачем тогда я все это делал, да? Зачем тогда я ходил, подвергал опасности свою жизнь? Так это, если этого нет, мертвые не воскресают, давайте станем есть и пить, ибо завтра умрем. Правильно? Какой смысл тогда мне идти, опасности подвергать жизнь свою со зверями этими, да? Себя вот. Поэтому и люди так часто думают, по рассуждению человеческому, это чисто человеческая мудрость. Зачем нам что-то там делать, да? Мы не знаем, что там. Оттуда еще никто не вернулся. Кто-то вернулся оттуда, Зинаида Ивановна? А? Нет, наверное. Нет? Наверное. Оказывается, Иисус вернулся. Да. На Пасху мы говорим, Христос воскрес. Он побыл там и вернулся. То есть многие даже не знают, ну так вот по рассуждению. И поэтому он-то там был и знает, что там. Он призвал апостола Павла, иди и скажи, чтобы люди имели надежду. И поэтому он уже не боялся, апостол Павел, идти, опасность со зверями была, он уже не боялся. Ладно, если меня загрызут, я знаю, Иисус сказал, воскреснешь из мертвых. Он сам воскрес и мне сказал, что вот все люди воскреснут. Вот. А люди-то неверующие, говорят, не знают это, и они рассуждают, мы же не знаем, будет воскресение мертвых, нет. Они Иисуса не встретили, как апостол Павел, не знают его. И говорят, мы не знаем, мы не видели, никто не был. Будем есть, пить, веселиться, ибо завтра умрем. Это чисто человеческая мудрость. А Павел говорит, есть еще божественная мудрость. Они не знают, что за этим. Они смотрят на видимое, а есть еще невидимое. А он знал уже невидимое. Иисус открыл ему, что будет после. По человеческому рассуждению так. Апостол Петр как-то говорит, Иисус говорит, вот Сын Человеческий должен пойти в Иерусалим, его там свяжут, его там арестуют, его приведут ко кресту и умертвят. А Петр говорит, да не будет этого с тобой, чисто по человеческому рассуждению. Как это? Ты что? Вот это наша человеческая мудрость. А он говорит, ты думаешь о том, что человеческое, а не Божье. У Бога другой план. Но он не знал этого. Вот это наша человеческая мудрость. Чтобы было здесь хорошо, дай нам здоровье, байлык, богатство, все это. Вот что здесь. Что там, это не знаю. Никто не вернулся, никто не был. Чисто человеческое нам вот здесь интересует. А Павел говорит, он знает, что будет после. Он говорит, я говорю не по-человеческому, а по-божественному, что Бог мне открыл. И я бы, говорит, тоже, если по-человеческому, я бы сейчас не ходил, со зверям не подвергал свою жизнь опасности, не распространял бы благую весть. Люди, веруйте, будет воскресение мертвых. И они просто мы здесь умрем, сгнием, и все. Будет воскресение мертвых. И я знаю, поэтому я не боюсь и подвергаю жизнь свою опасности, даже если меня звери сгрызут. Я знаю, что Иисус меня воскресит. Я не боюсь, потому что Он сам воскрес. Он явился мне. И я видел это, знаю. И я это говорю всем людям. Далее, с 35 стиха мы идем. Некоторые неверующие. А как это воскреснут из мертвых? Как это возможно? Он говорит, неразумный. Посмотрите на природу. Она сама учит. Да? В каком теле придут? Безрассудный. То, что ты сеешь, не живет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, каждому семени свое тело. Семя должно умереть, потом тогда будет. Посмотри на природу, если ты хотя бы не веришь Богу, да?
картошку сажаешь, она потом сгнивает, а другие вырастают, оживают. Оно должно умереть, и тогда даст новую жизнь. Поэтому и ты должен умереть, прежде чем воскреснуть из мертвых. Это во всей природе так, он говорит. Не только картошку там, но любое семя, пшеничное, другое. Оно там все, желудь у нас внучка посадила, он там раз, а потом росток, а желудь сам само семя оно идет, а потом такое дерево вырастет. Понимаете? Вот это сама природа учит этому, говорит. Поэтому, если вы мне не верите, Богу, то хотя бы на природу безрассудные. Он называет их акалсис, безумные. Вы что говорите, что не будет воскресения у людей? Даже вон у каких-то полуживых семян, и то даже они воскресают из мертвых, да, умирают и выходят из мертвых. Ну и то по-разному, всякая плоть разная, каждому семя какое даст, семя желуди, значит дуб вырастет, да? Если другое семечко там, рожь, значит рожь вырастет, да? Бог информацию заложил в каждое семя, что должно развиваться, из какого семени. Мы покупаем вот когда, да? Мы, наверное, тоже огурец, он же не вырастет помидор. Мы знаем, вот это уже заложена информация, это будет огурец, богатырский огурец, великан, или кролики какие, да? Великан. Он так и пишет, иная плоть у человека, иная у скотов, у рыб, у птиц. И тут же добавляет, есть тела небесные, да, и тела земные, но иная слава небесных, иная земных, иная солнца слава, луны, звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе. Вот он тут как бы проводит даже такое сравнение, да? То есть есть как бы даже земное, а есть еще небесное, да? Ну, земное тут перечисляет вначале семена, потом говорит, ну, скоты, рыбы, птицы, да? Человек, да? Он говорит, это одно небесное, земное, говорит, а есть еще небесное, луна, солнце, звезды, да? И тут какое получится сравнение, как бы, смотрите, если, допустим, вот эти семена, там, люди, скоты, они, ну, как бы быстро заканчиваются, да? А звезды, смотрите, сколько тысяч лет светит, луна это как вечное, да, это как временное, да? Даже такое сравнение идет между небесным и земным, уже здесь показывают. Есть тела земные, а тела небесные. Земные вроде вот, как мы, как рыбы, как скоты, как все, они, ну, умирают, а есть что-то как вечное, звезда, луна, солнце, сколько уже поколений, сколько они пережили людей. Вот даже в этом Бог показывает, смотрите, есть что-то долговечное, более, правильно? В это плоть, как бы это даже, и семена, и скоты, и все. Но есть, вот смотрите, и у них совсем слава, мы на них смотрим, они сколько пережили там людей, да? Они смотрят, ваших внуков видели, правнуков, там Адама и Еву звезды видели, да? Вот. Он сравнивает как бы эту славу, говорит. И, то есть, как бы уже сравнение, у них своя слава другая, но действительно, у них уже как вечная слава, они сколько уже, да? И еще, говорит, между собой разнятся славы, одна больше светит, другая меньше светит, да? И слава разная, то, что не сравнить, как Иисус сказал, мои мысли как небо, ну, Бог, вернее, в Ветхом Завете, мои мысли как выше ваших мыслей, как небо выше земли, так и мои мысли выше ваших мыслей. Так и здесь, вот сравните хотя бы небесные, да, вот они сколько славы у них вечная, а вы как бы это копошитесь тут. Поэтому Давид пишет, когда я смотрю на звезды, ну, то что я сын человеческий, да, что ты посещаешь его, что ты еще заботишься. Тут такие вечные вещи есть, да, а ты вот о каких-то временных, да, немного ты умолил там перед ангелом, да. И дальше он пишет, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело духовное. Так и написано, первый человек, Адам, стал душою живущую, последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить образ небесного. И дальше уже переходит к другим сравнениям, да?
ну, продолжение этой темы как бы показывает. Смотрите, есть тело, ну, душевное, как бы, оно вот, плоть из тела, да, оно, в принципе, временное. А есть уже духовное, оно более уже вечное, как вот есть слава, допустим, у земных и у небесных, да, у этих приходящее быстро, а у этих уже более вечное, да. И переходит уже, он говорит, разные тела есть. Одни временные, вот, оно потом облечется, дальше он напишет, во вечные пока, да, а другие духовные, они уже это. Апостол Павел в одном месте пишет, когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое, да, ибо видимое временно, а невидимое вечно, он пишет. Действительно, оказывается, ну и ученые говорят, действительно, вот, есть вещи, мы понимаем тоже, что невидимые вещи духовные, видимо, оно все, вот, умирает, рождается, да, вот, закон энтропии, второй закон термодинамики. А есть духовные вещи, как бы, даже по Эйнштейну закон перехода материи с энергией, E равняется м со квадратом, да, то есть материя уже вроде это, а энергия как бы все равно существует. Мы ее не видим, может быть, так не ощущаем. Вот. И здесь он переходит, интересно, вот к Адаму и сравнивает и Гайсу, Иисуса сравнивает. Очень важное сравнение, да. Первый человек просто живой душой стал, а последний, Адам, уже дух животворящий. Он сам дух, который живой творит, то есть уже вечный. То есть первый как бы оно временное, Адам, а второе это уже вечное. Духовное оно вечное, понимаете? Вот. Он говорит, поэтому духовное, не духовное прежде, а душевное потом. То есть вначале должно было прийти плотское. Один брат как-то говорит, в чем смысл жизни человека? Его спрашивают. Он говорит, в том, чтобы родиться свыше. Бог дал тело человеку, физическое, чтобы он мог родиться от Духа, получить Дух Божий, Святой Дух, и быть уже в вечности. Понимаете? То есть мы, люди, мы ходим, как бы наши тела временные, но Бог хочет, чтобы Его Дух вошел, в эти тела, и тогда у нас есть вечность. Понимаете? Вот. Это, ну, в этом Божий план. Если человек не родился свыше, остался в этом теле и не получил Дух, не родился от Духа, то жизнь его была бесполезна. Смысла жизни нет, не было его смысла в его жизни, понимаете? Здесь действительно доля истины, он правильно сказал, да? По-моему, Вильгельм Буш сказал с этого молодежный пастор из Германии, да, в книге «Иисус наша судьба», в том, чтобы родиться свыше, родиться от Духа. Если ты родился от Духа, получил Дух, то ты будешь вечно жить. Ты напрасно жил уже. Понимаете? Твоя жизнь в теле не была напрасна. Она имеет вечность, имеет будущее. Другие люди, как Адам, они не получили, только душой живой были. Дух не получили, перстный, то есть земной, возвращается обратно в землю, никакого будущего. Да? Он говорит, первый человек из земли, перстный, земной Адам, а второй человек, Господь с неба пришел. Каковы перстные, таков перстный, таковы, как и другие перстные. Если вы идете за Адамом, который просто человеком был плотским, и вы будете таким. Но если вы пошли за небесным, затем, да, то вы будете небесным. У вас есть будущее, у вас есть вечность. Понимаете, какая разница? Некоторые путают, говорят, Иисус второй Адам. Ни в коем случае. Иисус последний Адам и второй человек. Вот многие пастора слушают даже второй Адам. Вот это очень грубая ошибка, да? Почему здесь и сравнивается второй Адам? Здесь как раз как бы Адам противопоставляется Иисусу. Здесь Адам как бы негативный оттенок несет. А Иисус позитивный. А когда второй Адам, тут никакого нету этого, как бы продолжения этого негатива. Он говорит, все, последний Адам Иисус. За ним начинается новый род людей небесных. Это второй человек, но Адам это последний. Понимаете? Вот. Второй человек, он с неба, и за ним начинается новый род. Если вы, Адамовы, будучи родились в плоти, пойдете за небесным, все, вы родились здесь, и теперь наверх, на небо, и все, в вечности будете. Поэтому он пришел
Ну, последний Адам. За ним все, род Адам заканчивается, если вы не верите. Небесный, вечный род начинается. Он есть последний Адам, ни в коем случае не второй. Второй человек с неба. И действительно, мы знаем, первый человек родился без отца, матери, Бог сделал. И второй человек, единственная история, тоже. Почему мусульмане говорят, вот да, Иса, он родился без отца. А почему надо было, вопрос можно спросить, почему второй раз в истории надо было прийти человеку уже без одного из родителей? Всегда были оба родителя. Почему? Нет ответа у них на этот вопрос. Потому что они не принимают искупление, не понимают план Божий, да? Вот, и они не могут ответить, почему надо было опять? Понятно, Адам, за ним начался первый род. А зачем Иисус-то? Второй человек пришел без родителей, с неба, чтобы новый род начался за ним, понимаете? Они этого не понимают, поэтому уничижили его до уровня Адама. И говорят, в Коране написано, Иса подобен Адаму. И когда мне говорят они, вот, то есть, Адам был без родителей, да, сотворен, и Иисус был. Когда мне начинают говорить про это, я очень хорошая возможность показать отличие. Я говорю, из-за Адама смерть вошла в эту, на нашу землю, а из-за Иисуса воскресение из мертвых будет. Если бы он не пришел и не воскрес, то мы бы не воскресли. Благодаря первому мы все умираем сейчас, а благодаря второму мы все воскреснем, понимаете? Вот, о чем он дальше пишет в конце. Благодарение Господу Иисусу, даровавшему нам победу. Все, у нас теперь есть надежда. Мы не останемся в могиле. Маму хоронили недавно, 20 августа, и там тоже на кладбище. Мы стояли, говорю, о чем напоминает кладбище нам? Что жизнь наша не вечна. Правильно? Надя Ивановна? А Пасха приходит, мы говорим, Христос воскрес. Она напоминает, что смерть не вечная. Христос воскрес, и мы воскреснем. У нас надежда сразу, радость, понимаете, у нас приходит. То есть это, если первый дает нам как бы в уныние, безнадежность, да, человек умирает, то второе воскресенье из мертвых, Пасха, оно дает нам радость, надежду и воодушевление, что нет, оказывается, не все кончается со смертью. Оказывается, у нас есть надежда, да? И это самый великий праздник, поэтому. Вот. Но прежде должно было душевный человек, должен был Адам родиться, чтобы это. Но мы как носили образ перстного, потом будем носить образ небесного. Но в этом смысл жизни человека, чтобы он не остался с этим образом перстного, земного, на все век, на века. Для этого второй человек с неба пришел, чтобы мы его образ приняли и в его образ облеклись. И тогда у нас действительно будет, если мы не облечемся в образ этого небесного, который с неба пришел, у Иисуса, а будем как Адам, только здесь, да, то нет у нас будущего. Никакого. Вот. Поэтому мы будем носить либо этот образ перстного, тогда у нас, как он из земли, обратно вернемся, все, никакой надежды. Да? Но есть надежда, воскреснем для осуждения, опять туда в ад пойдем. Вот. Либо мы образ принимаем небесного, и новое небо, новая земля для нас будет. Да? Говорю вам тайну, далее читаем. Не все мы умрем, да, но все изменимся. Вдруг в мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному всему надлежит облечься в нетление, и смертному всему облечься в бессмертие. Он говорит, я вам тайну говорю. Мы, оказывается, не все умрем. Вот. Ладно, говорит он, многие воскреснут из мертвых. Посмотрите на природу, да? Семьи умирают, оживают, он что получается. Да? Другие, допустим. Но вы не думайте, что все мы умрем. Вдруг, то есть это неожиданно будет, да? Вдруг, во мгновение ока, по трубу мы слышим, не знаю, верующие услышат или нет, скорее всего, нет, но мы-то услышим, все, Господь идет, знамение на небе, да? Он идет за нами, мы услышим, и что написано? Мертвые воскреснут. Аминь. Да. То есть вознесение, восхищение церкви, когда это будет не просто мы вознесемся, мертвые еще воскреснут. Ну кто мертвый? Во Христе Иисусе, Господе нашем, мертвые, да? То есть те невеста
Гайсы, невеста Христа воскресла. Не просто спасенные, да? Есть разница между спасенными и невестой Христовой. Оказывается, понимаете? Вот, одни стояли на престоле, как 24 старца, да, на престолах были, а другие с пальмовыми ветвями, великое множество пришедших перед престолом стояли. Они тоже спасенные, они тоже прославляли. Но в невесте Христа будут только самые, кто шел за ним, не смотрел ничто, то самые славе будут. То есть это жених и невеста, все его наследие, то есть он будет. Ну, за меня спросила, а вот когда вот эта труба воскреснет, там только воскреснет невесты или другие спасенные, которые будут тоже на брачной вечере, да? Я говорю, не следовало. Я знаю, невеста точно воскреснет, когда Иисус придет за своими, да? То есть мы-то, она будет восхищена, многие христиане останутся, да? Их надо переплавку пройти, чтобы они подготовились, да? Как вот второй урожай, там я говорил вам, если ячмень его не надо практически, он готовый первый урожай в Израиле, а пшеницу надо потом было потереть, чтобы она готовая была, надо было поработать ее. Я говорю, вот не знаю, невеста точно, говорю, сейчас, а просто спасенные, они, ну, либо в конце тысячелетнего царства, точно там написано, что воскреснут, когда Иисус уже с невестой придет, это точно там уже, но кто, по крайней мере, умер, да. А вот я, честно говоря, еще не исследовал этот вопрос. То есть вот, просто верующие во Христа, спасенные, но не входящие в невесту, когда они воскреснут, да? Вот. Одновременно с невестой или нет, я говорю, сейчас не могу сказать. Знаю, что они тоже воскреснут, как и сказано, допустим, вот Откровение 20 глава, 4 стих. Блажен имеющий часть в воскресении первым, над ним смерть вторая не имеет власти, и они воскресли, ожили и царствовали со Христом 1000 лет. То есть была свадьба, брак Агнца, он пришел сюда, и те, кто там за свидетельство Иисуса был умерщвлен, они тоже воскресли, то есть они спасенные с ним. То есть в это время остальные воскреснут, спасенные, вместе с этими, которые претерпели, значит, смерть за имя Иисуса, за свидетельство Иисуса, да, они воскреснут. Или на 7 лет раньше, вот. То есть я не могу сказать, но скорее всего в конце, когда действительно Иисус придет, тысячелетнее царство установит, они, наверное, в это время. Еще будет воскресенье после тысячелетнего царства, когда и ад, и море отдаст мертвых, там еще будет один суд. Вот. Кто не был в книге жизни написан, будет в озеро огненное брошен, да? Вот. Да. И вот, когда облечется же, да, тленное сие в нетление и смертные в бессмертные, тогда сбудется словом написано, поглощена смерть победою. То есть, что будет? Вот мы сейчас в этих смертных телах, он говорит, плоть и кровь не может наследовать царство. Мы не можем вот с этой плотью и кровью войти в Царство Небесное, где вечное. Там вечность, а мы, наши тела, они вот стареют, все, да, то там болит, то здесь болит, да. И в конце концов, он говорит, нет, так не будет. Ваши, говорит, смертные облечется бессмертные. То есть ваши тела, когда при последней трубе будет Иисус со своими придет, туда взять вас. Он вас такими, он вас изменит внутри. У вас Дух Святой, который есть, произойдет ваши мертвые, они воскреснут, да? Но опять-таки мертвые как воскреснут? Они с ним идут, написано. Он приведет умерших во Христе, Фессалоникий, приведет с ним. У них только душа, он приходит с ними сюда, на облаках. Получают они новые тела, воскресают, и мы, новые тела наши изменяются, и мы к нему в сретение Господу на облаках. Он даже не ступит на землю. Он забирает отсюда своих, и здесь время потом Антихриста наступает. Но мы новые тела получаем, невеста его, оно получит новые тела. Вот. И что после этого? Смерть, ну, где твоя жало? А где твоя победа? Из-за сатаны смерть вошла, да, в этот. И теперь, как Бог посмеется, да, над этим. Он даровал еще Еве обетование, да, вот семя ее, оно поразит тебя в голову, да. То есть будет победителем. Что значит это самое? То есть будет победа, семя принесет. Если из-за этого змея поражение произошло, да, и люди выгнаны были из рая, то благодаря семени люди опять смогут вернуться в рай.
Понимаете, это было обетование. Вот. Да, он в пяту, как говорится, его укусил, поразил, распял, думал, все, я расправился с ним, с Иисусом, да, распяли. А это оказалось его поражением сатаны, да. И в итоге, когда Иисус пришел и воскрес из мертвых, смерть где-то лежала. Но это было первоначально, фактически вот это будет, когда мы воскреснем, если умрем, или мы вознесены будем, если будем живы, да. Будет вот эта смерть, где твое жало, а где твоя победа. Все, ваше время прошло. Китте, все. Да. Жало же смерти грех, а сила греха закон. Да, вот закон. Не исполнил одно, все. Адам и Ева одну заповедь не исполнили, да. А мусульман часто спрашивают, у тебя есть грехи? Есть. И ты безгрешный. Адам и Ева, знаешь, за один грех были изгнаны. А у тебя сколько грехов? Больше? Ну, никакой надежды, да. Как на себя говорит, адвоката нет, да. Вот. Адам и Ева за один, они не убили никого, не украли, не прелюбодействовали. Ну, просто там увидели, там плод. О, понравилось, давай вкусно, да. И все. И то были изгнаны. А у вас еще более, наверное, суровые грехи. Вы на что-то надеетесь, да? Поэтому, говорит, сила греха, закон. Бог сказал, ну не кушайте. Раз вкусили, да, ну все, никакой надежды. Жало смерть, и смерть стала всех разных. Спроси у мусульманина, почему люди умирают? Не знаю. Чтобы перенаселения не было планеты. Вот. В лучшем случае ответ. А Библия говорит, почему у людей умирают Зинаида, знаете? Крови запустили, да? Потому что Адам согрешил, Бог предупредил его. Скушаешь, все, будет смерть пойдет. Он скушал, и все, люди стали умирать. Он день, который вкусишь, смертью умрешь. Смерть уже вошла в него, начала свою работу в нем. И он потом состарился и умер. Вот такая из-за чего. То есть Бог не допускает греха, чтобы не был грех вечно. Поэтому смерть вошла. И он закон дал. Люди нарушают закон, и все умирают. Поэтому. Но он послал, чтобы безнадежны мы не были, он послал Иисуса. Смотрите, я вам даю шанс, чтобы вы не остались навечно там в могиле. А чтобы могли. Вот, мой сын, идите за ним. Второй человек пришел с неба. В его образ преображайтесь. У вас есть будущее. Будете, смерть будет побеждена. Тогда я приду, заберу вас с собой, тела изменятся, и смерть, где твое жало, а где твоя победа. Люди в ад уже не пойдут, они будут опять вместе с Богом. Поэтому пишет, благодарение Богу нашему, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Это победа Бог нам обеспечил через Гайсу, через Иисуса Христа. Вот эту. То есть, что мы можем воскреснуть из мертвых и войти в Его обитель и уже не быть в аду. Не быть изгнанными, как наши прародители Адам и Ева. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен. Утешайте друг друга своими словами. Вот, то есть вы знаете, какое у нас будущее, и природа говорит. И мне Господь, говорит, Павел сказал, все это самое. Вот наша надежда. И смерть все будет, скажет, будет повержена. Никакого жала уже не сможет взять. Закончить не сможет взять. Понимаете? Вот. Поэтому, говорит, будьте тверды, непоколебимы в этом уповании, в служении Ему. Это пусть вам даст сила, дорогие сестры, не только братья. Павел пишет, братья, я добавлю сестры, чтобы это дало вам силы быть твердыми, непоколебимыми, идти за Ним, потому что у нас великая надежда такая. И вы в итоге потом посмеетесь над смертью. Ну, смерть, где твое жало? А, где твоя победа? Все. Благодарение Иисусу, вот, Он даровал нам победу. Не своими делами, кстати, вот, что очень важно, ибо благодатью вы спасены через веру, все не от вас. Божий дар мне дал, чтобы никто не хвалился. Чтобы потом никто не сказал, из мусульман, я 10 раз намаз читал, я разу 3 месяца держал, поэтому здесь. Нет, благодарение Господу нашу, через Него Он даровал нам. Он победил смерть, даровал нам поэтому надежду воскреснуть из мертвых и войти в Царство Небесное. Аминь. Аминь.